Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как пассажиры такси, остановленного на проспекте Имашева для проверки документов, выскочили из машины и пытались скрыться. Вообще суровость, такси просто вытащили, наручники одели. Почему они не хотели встречи с полицейскими? Не знаю, может, кредит какой-то есть, откуда я знаю. И задержание водителя каршеринга с признаками наркотического опьянения. Да, просто докопались. Наверное. Покажем незаконное производство незамерзающей жидкости на основе метилового спирта в Тукаевском районе. Права с признаками подделки, которые предъявил автоинспекторам водитель Kia на улице Журналистов. А также 61-летний мужчина попал под колеса иномарки на проспекте Победы, и женщина чудом избежала наезда, перебегая улицу Павлюхина рядом с надземным пешеходным переходом. Это и не только. Прямо сейчас. Выбежали из машины и попытались скрыться двое пассажиров такси, остановленного автоинспекторами для рядовой проверки на проспекте Имашева в Казани. Одного из молодых людей задержали сразу, второй пытался спрятаться в ближайших дворах, но безуспешно. Вскоре стало ясно, почему они не хотели встречаться с полицейскими. Претензий нет никаких? Нет. Водитель такси переживал, что в свете развернувшихся перед его глазами событий автомобиль могут забрать на штрафстоянку. Его остановили для рядовой проверки документов на проспекте Имашева, но заинтересовались пассажирами. Двое молодых людей при виде стражей порядка попытались скрыться, одного задержали сразу. Вообще суровость, такси просто вытащили, наручники одели. Ну так просто не бывает же. Ну вот, сейчас ждем выяснений. Второй пассажир такси убежал в ближайшие дворы и пытался спрятаться там, но не вышло. Его нашли и задержали. А товарищ у вас что там бегал? Не знаю, может, кредит какой-то есть, откуда я знаю. То есть вот товарищ Наш не свой же, ну как бы вообще не дает же пообщаться, чем побежал. Я его спросил. Ну что, единственный вариант, ну кредит. А что еще, чего можно? Точно, что он точно не в розыске не может быть. Вы тоже не в розыске, да? Ничего. Ну нет же, конечно. Второй пассажир такси был менее разговорчив. Свою попытку скрыться объяснять не захотел. Я не хочу говорить. На заднем сидении такси, там, где и сидели молодые люди, остались свертки с неизвестным веществом. Его изъяли и отправили на экспертизу. После получения ее результатов и будет приниматься процессуальное решение. Молодых людей доставили в отдел полиции, а водитель такси после проведения всех следственных мероприятий вернулся к своей работе, потеряв, правда, время и не получив деньги за эту поездку. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Признаки наркотического опьянения обнаружили сотрудники ГИБДД у водителя Hyundai Solaris, остановленного для проверки на улице Тецевская. Мужчине предложили пройти экспресс-тест на употребление алкоголя. Он согласился. Прибор показал, что перед тем, как сесть за руль, спиртное мужчина не пил. От предложения проехать в больницу для медицинского освидетельствования, которое выявляет в крови не только спирт, но и запрещенные вещества, водитель каршеринга отказался. Почему ни он сам, ни его спутница рассказать не пожелали. Какие претензии? Подскажете к нему, к водителю? Какие-то глупые. А у вас водитель-то трезвый, все нормально, все хорошо с ним? Да? Да, просто докопались. Наверное. Автомобиль отправили на штрафстоянку. Мужчину сейчас ждет суд, который, вероятно, лишит его водительских прав и наложит штраф в 30 тысяч рублей. Ему также предстоит оплатить все расходы на эвакуацию «Фольксвагена» и хранение автомобиля на штрафстоянке. Водительское удостоверение с признаками подделки предъявил автоинспекторам водитель Kia, остановленный на улице Журналистов в Казани. За рулем сидел гражданин Таджикистана, права предъявил также иностранные. Но сотрудники ГИБДД усомнились в их подлинности. Для всех проверок и разбирательств мужчину отвезли в отдел полиции. 61-летний мужчина попал под колеса «Пежо» рядом с парковкой торгового центра на проспекте Победы в Казани. Он шел по дороге, больше негде, тротуара там нет. 27-летний водитель иномарки, по предварительным выводам автоинспекторов, не выбрал безопасную скорость, не смог остановиться и сбил человека. Пострадавшего мужчину с различными травмами госпитализировали. Женщина едва не попала под колеса Kia Rio на улице Павлюхина. Она перебегала дорогу в неположенном месте, хотя в непосредственной близости есть надземный пешеходный переход. По предварительным данным, водитель Kia успел остановиться. Если контакт пешехода и автомобиля и был, то незначительный. Никаких травм женщина не получила. Претензий друг к другу они не имели и, написав сотрудникам автоинспекции объяснительные, разошлись.
28 тонн незамерзающей стеклоомывающей жидкости изъяли оперативники в Набережных Челнах. На всю эту продукцию не было никаких документов, а сама жидкость содержала в своем составе метиловый спирт, который является сильным ядом и запрещен для изготовления автомобильных жидкостей в России. Масштабы незаконного бизнеса удивили даже оперативников. На производство незамерзающей жидкости стражи порядка вышли после контрольной покупки 2 5-литровых баллонов в одном из челнинских магазинов. За 5 литров омывайки владелец торговой точки просил 100 рублей. Изготовленная законно и по всем существующим нормам, она столько стоить просто не может, решили оперативники и проверили предпринимателя. В ходе осмотра помещения магазина было обнаружено и изъято более 1000 5-литровых пластиковых баллонов с незамерзающей жидкостью. Общий объем изъятой продукции составил 5205 литров. После проведения повторной проверочной закупки в этом же магазине оперативниками было изъято еще 1800 литров незамерзающей жидкости. Полицейские выяснили, что продавал предприниматель продукцию собственного производства. В одном из поселков в Тукаевском районе он организовал целый цех, где производили и разливали в 5-литровые бутыли незамерзающую жидкость. Одним из основных ее ингредиентов был метиловый спирт, сильный яд, который запрещен для изготовления автомобильных жидкостей. В ходе проведенных мероприятий из производственной базы было изъято 16 тысяч литров готовой продукции, разлиты в 5-литровые пластиковые баллоны, 9 тысяч литров метанола, 5 тысяч литров сырья, а также 3000 литров готовой продукции, не разлитой по пластиковым баллонам. В общей сложности было изъято более 28 тысяч литров готовой продукции, также 9 тысяч литров метанола и 3000 литров сырья. На все это не было никаких документов. Работу производства остановили, продукцию отправили на экспертизу, которая должна ответить, сколько метилового спирта содержит в себе эта незамерзающая жидкость. И уже после получения результатов исследования будет приниматься процессуальное решение. Рамиль Шайдулин, вызов 112. А в Казани оперативники обнаружили склады, где хранились сигареты, незаконно ввезенные в нашу страну. Удалось это сделать после контрольной закупки оптовой партии контрафактной табачной продукции. Оперативники установили группу лиц, причастных к подпольному бизнесу, и выяснили, что они продали сигареты предпринимателю из Арского района республики. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили группу лиц, подозреваемых в осуществлении оптовых поставок и последующей реализации немаркированной специальными акцизными марками табачной продукции с признаками контрафактности, произведенной под брендами известных зарубежных правообладателей на территории Республики Татарстан. Хранение и сбыт вышеуказанной продукции осуществлялся в складских помещениях и металлических грузовых контейнерах. В ходе обысков на этих складах и в контейнерах полицейские обнаружили и изъяли больше 28,5 тысяч пачек различных сигарет с признаками контрафактности. На них отсутствовали обязательные акцизные марки, никакие налоги с их продажи не платились. Вероятно, что вся табачная продукция была изготовлена на заводах, но не была предназначена для продажи в России и ввезена в страну незаконно. Сейчас сигареты планируется отправить на экспертизу. После того, как будут готовы результаты исследования качества табачной продукции, будет приниматься процессуальное решение. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.